В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Озвучу основные события уходящего дня. Творческий коллектив художественного фильма «Позывной Алдан» вносит последние корректировки в свою работу. Наш корреспондент пообщался с прототипом главного героя фильма. Республиканская патриотическая акция «Знамя Победы» продолжается. Знамя побывало уже в 3 районах. Расскажем подробности. В июне на 1 медицинский объект в Якутске станет больше. О ходе строительства медучреждения. 3 января участники экспедиции «Путь великих свершений» на автомобилях стартовали из Якутска по Ленскому тракту до села Мача. И далее расскажем о маршруте и его задачах. Стартовал 2-й этап спартакиады учащихся спортивные якутяне. Об участниках спортивных дисциплинах и что ждет чемпионов. Россия пригласила воинские контингенты из 19 стран принять участие в Параде Победы в Москве 9 мая. 10 стран уже подтвердили свое участие, сообщил министр обороны России. Парады пройдут не только в Москве, но и в 8 других городах-героях, а также в 19 городах, где расположены штабы военных округов и флотилий. Российские военные также примут участие в праздничных мероприятиях в Сухуми, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке. В России запланировано более 170 мероприятий, посвященных 80-летию Победы. Сегодня в России всего около 7 тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой. Сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. 9 мая ветераны займут почетные места на трибунах. Для фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в торжествах, предусмотрены персональные поздравления на дому и в лечебных учреждениях. Творческий коллектив художественного фильма «Позывной Алдан» вносит последние корректировки в свою работу. Уже в феврале картина должна выйти на большой экран. Прототипом главного героя картины стал якутский предприниматель, участник СВО, кавалер Ордена Мужества Николай Потапов. Подробнее расскажем в следующем материале. Новость о том, что он стал прототипом главного героя фильма, Николай узнал, находясь на лечении в госпитале после тяжелого ранения. Режиссер и продюсер Данила Куликов, который снимал Николая для своего документального фильма о цифровизации Якутии, позвонил и предложил положить историю Николая Потапова в основу будущего фильма. Коль, я хочу с твоего разрешения снять фильм про тебя. Ну не прямо про тебя, но про человека, который пошел добровольцем на СВО, робототехника, айтишника, который был бронирован и сам решился на это. Я сказал, ну, если там будет изменено имя, фамилия, там не будет моего лица, там, да, конечно, я даю свое добро. Это хороший фильм для того, чтобы, так сказать, поднять патриотические чувства. «Позывной Алдан» – большой федеральный проект, над которым трудится огромная съемочная группа. Участие в нем принимали известные российские актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Дюжев. Режиссерскую группу возглавляет Дмитрий Кольцов. Предпремьерный показ для участников СВО и представителей Министерства обороны прошел в декабре 2024 года. Предпремьерного показа в декабре до самой премьеры у нас еще оставили себе время для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Поэтому специально создали такой канал, где люди оставляли свои впечатления и советовали что-то поменять. И вот этот вот массив мнений лег в основной план легких доработок и изменений. Создатели фильма надеются, что их картину высоко оценят якутские и российские зрители, и в первую очередь участники и ветераны специальной военной операции. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Республиканская патриотическая акция «Знамя Победы» продолжается. Напомним, эстафета стартовала 28 декабря в Мегино-Кангалакском районе. Пройдя через все наследия Амгинского и Усть-Майского улусов, знамя прибыло в Алданский район. Продолжение темы в нашем следующем сюжете. Как 80 лет назад огромная трагедия сплотила великий народ, так сегодня нас объединяет память о тех, кто в борьбе с фашизмом отстоял мир и покой. Алданский район принял эстафету «Знамя Победы», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Торжественный концерт прошел в Театре юного зрителя. На нашу землю прибыла копия Знамени Великой Победы, под которым
благодаря которому 80 лет мы живем под мирным небом. Старт республиканской патриотической эстафете «Знамя Победы» был дан 28 декабря в Мегино-Кангаласском районе. Маршрут уже прошел через все наследия Ангинского и Усть-Майского улусов. 15 января «Знамя» прибыло в Алданский район. Мероприятия проходили в Тамоте, сегодня в Куранахе и в городе Алдан. Мы очень дорожим теми событиями, которые были в прошлом веке, 80 лет назад. Алдану есть о чем вспомнить. У нас 8 героев Великой Отечественной войны, у нас 7 героев социалистического труда послевоенного работы. В состав алданской делегации, принимавшей символ победы на границе районов, вошли представители юного поколения, члены военно-патриотических объединений. Ну, знаете, такое чувство ответственности, торжественное мероприятие, передача «Знамя Победы». Чувство такое прям какого-то причастия к этому. Очень приятно на самом деле. Дыханием горя и потерь война обожгла каждый дом. Раннее детство Владимира Браун прошло в блокадном Ленинграде. Некоторые реалии той поры Владимир Федорович отчетливо помнит и сегодня. Мы в деревне жили. И вот в деревне там Янина жили. И вот я маленький, конечно, был. Но знаешь, у нас зенитка вот стояла, самолеты сбивала, когда летали на Ленинград летали. Эстафета финиширует в День Победы. 9 мая «Знамя» прибудет в Якутск. Акция, проходящая под девизом «Вместе к победе», призвана сохранить память о героическом подвиге советского народа, воздать дань уважения поколению победителей и напомнить каждому о важности единства и сплоченности. В связи с тем, что у нас 80-летие великой нашей победы в войне против немецкого фашизма, в связи с тем, что фашизм поднимает голову, все мы знаем прекрасно. Акцию переоценить очень, в общем-то, даже невозможно переоценить. Тем более воспитание молодого поколения в духе, естественно, патриотизма, само собой, об этом даже можно не говорить. Ну и сплочение общества, ради Бога. Все равно победа будет за нами. Официальный символ Великой Победы будет находиться в Алданском районе 3 дня. Завтра, 17 января, «Знамя» отправится в Нерюнгри. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Временно закрыт проезд на участке автодороги Кобяй. В связи с ухудшением погодных условий проезд запрещен для всех видов транспорта на участке поселка Кальвица и Сангар в Кобяйском районе. Подрядной организацией «Дороги Саха» организовано круглосуточное дежурство. Приказ Укравтодора в Якутии издан 16 января в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности жизни и здоровья граждан. В июне на один медицинский объект в Якутске станет больше. Городская больница номер 2 переедет в новое просторное здание. Учреждение будет обслуживать более 42 тысяч жителей, проживающих на закрепленной территории. О ходе строительства расскажет Вероника Таюрская. Жители Гагаринского округа, микрорайона Марха и поселка Маган. Это порядка 42 тысяч человек с нетерпением ждут открытия нового здания смарт-поликлиники на 600 посещений в смену. С вводом объекта число обслуживаемых пациентов увеличится до 55 тысяч человек. Здание будет не только отвечать всем требованиям, но и будет укомплектовано по последнему слову техники. Так поликлиника уже получила статус «Смарт». Здание площадью в 8850 квадратных метров будет включать в себя взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, диагностическое отделение, а также кабинеты экстренной медицинской помощи на первом этаже. В здании будут размещаться собственные кабинеты с МРТ и КТ-оборудованием. На базе второй городской больницы будет размещена станция скорой медицинской помощи. Кроме того, проект предусматривает собственный автопарк. Одним из преимуществ среди других поликлиник является то, что здесь будет подстанция станции скорой медицинской помощи. Таким образом, экстренная медицинская помощь, экстренной медицинской помощью будут охвачены населенные пункты, такие как Гагаринский округ, микрорайон Марха и, соответственно, поселок Маган. То есть скорость, соответственно, повысится скорость приезда скорой медицинской помощи до данных населенных пунктов. В настоящее время на стройплощадке работает 82 человека, которые занимаются прокладкой инженерных коммуникаций и возведением перегородок. В феврале ожидается увеличение количества рабочих. Они будут заниматься отделочными работами. Строительная готовность здания составляет 62%. Работы ведутся по вентиляции, электрике. В марте должны мы, получается, принять оборудование. Это КТ, МРТ, рентген. И должны подготовить спецпомещение и принять оборудование в конце марта.
Плановая сдача объекта у нас планируется в конце июня. Шестиэтажное здание Якутской городской больницы номер 2 станет одним из самых крупных объектов первичного звена здравоохранения в Якутии. Напомним, проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Вероника Таюрская, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности подвело итоги за 2024 год и поставило новые задачи и цели на нынешний. Руководитель ведомства Дмитрий Лепчиков высоко оценил работу МЧС и службы спасения региона, а также подведомственных организаций. Как и в предыдущие годы, горячими периодами для сотрудников были месяцы, когда происходили наводнения и лесные пожары. На совещании обсудили работу в рамках вышедшего в прошлом году федерального закона о регулировании северного завоза. Ряд нормативно-правовых актов правительства Российской Федерации, они уже вышли. Также готовится ряд нормативно-правовых актов и дальше правительством России, а также готовим мы распоряжение и постановление от правительства Республики Саха-Якутия. 3 января участники экспедиции «Пути великих свершений» на автомобилях стартовали из Якутска по Ленскому тракту до села Мача. Затем по Зимникам 8 января достигли финишной точки через поселок Перевоз в город Байдабо Иркутской области. О пути великих свершений расскажет Даяна Федорова. Экспедиция на автомобилях преодолела без малого 3000 километров. Суровые морозы, автозимники, горные перевалы, речки и необъятная тайга не остановили путников. До начала экспедиции, когда готовились, трасса нас, мягко сказано, пугала. Неизведанностью. Дело в том, что трассы как таковой нет. Расстояние, конечно же, сложное. Маршрут экспедиции пролегал по Ленскому тракту с Якутска до села Мача, затем по Зимникам до города Бодайбо Иркутской области. В ходе экспедиции участники посетили памятные места, музеи и библиотеки. В каждой точке встретились с писателями, краеведами и общественностью. Уже больше 20 лет я заведую досуговым центром в поселке Перевоз. Также являюсь председателем общины кочевой венкийской. Мы якутоговорящие венки. Самого населения мало, жители уезжают. Примерно, наверное, у нас сейчас где-то 500-600 человек. «Пути великих свершений» – уникальный проект, существующий около 15 лет. Он включает в себя множество экспедиций по различным регионам Дальнего Востока. Основной целью экспедиции в этом году стало изучение вклада населения Якутии и Иркутской области в победу. Она посвящена к 80-летию победы, великой победы советского народа в войне и 300-летию экспедиции Беринга. К первой экспедиции Беринг-Камчатку и 400-летию Дальнего Востока, который присоединен был к Дальнему Востоку Российской империи. По итогам экспедиции планируется выпустить телепередачу, создать документальный фильм, издать путевые заметки и очерки, а также продолжить экспедиции в рамках проекта. По материалам экспедиции выйдет несколько телепередач на НВК «Саха», и мы обязательно выпустим путевые заметки. В планах проекта у нас посещение села Нелькан, и в рамках 80-летия Победы автомобильные экспедиции по территории Дальнего Востока, по территории Монголии и по территории Китая. В дальнейшем планируется разработать и подписать договор о создании дружеских связей между Алекминском и Бодайбо для развития социально-экономического и культурного взаимодействия между регионами. Даяна Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Дистанционное мошенничество, к сожалению, стало будничным явлением жизни современного человека. Как злоумышленники обманывают доверчивых граждан, используя эти технологии, и как обезопасить себя и своих близких от угрозы, расскажет Эржена Гармаева. По информации пресс-центра МВД России, за 11 месяцев 2024 года в результате дистанционного мошенничества наши соотечественники потеряли более 168 миллиардов рублей.
Мошенники не дремлют и в Якутии. Ежедневно в полицию республики поступают заявления от граждан, пострадавших от уловок онлайн-преступников. Один из распространенных видов обмана – звонки или сообщения от якобы работников банка или органов власти. Злоумышленники утверждают, что ваш банковский счет подвергся атаке, а защитить его можно, передав денежные средства, личные данные или одноразовые пароли. 1 355 000 рублей, из которых 500 были оформлены в кредит, перевела неработающая пенсионерка из Якутска лжесотруднику ФСБ. Будьте осторожны. Данные карты и коды из СМС зачастую запрашивают именно мошенники. Ваши данные уже в распоряжении злоумышленников? Обратитесь в службу поддержки банка или заблокируйте карту самостоятельно в банковском приложении. Только на этой неделе МВД Якутии сообщило о 2 случаях обмана при попытке заработать на инвестициях. Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Помните, что обещать высокий доход за короткий срок могут только мошенники. Просить деньги в долг от лица знакомого, родственника и даже начальника в мессенджерах может незнакомец, взломавший аккаунт. Прежде чем предпринимать действия, обязательно напрямую свяжитесь с просящим помощи и убедитесь в правдивости информации. Преступники орудуют и на популярных сайтах купли-продажи. Мошенник, выдавая себя за продавца из другого населенного пункта, готов отправить вам товар сторонней курьерской службой и просит оплатить доставку. Для этого он отправляет фейковую ссылку, имитирующую сайт службы доставки, где доверчивый гражданин вводит данные банковской карты. Напоминаем, для общения с продавцами и покупателями используйте мессенджер сайтов объявлений и не переходите по ссылкам, кажущимся подозрительными. Жертвами обманщиков становятся не только взрослые, но и дети. Так, в Омской области 8-летняя девочка передала в руки мошенников реквизиты банковских карт мамы и бабушки в надежде получить валюту в онлайн-игре. Родители, будьте начеку. Обязательно проводите профилактические разговоры с детьми. Схема мошенничества с каждым днем становится все изощренней, а поймать преступников, орудующих в интернете, задача не из легких. Не забывайте, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. 85-летний юбилей отмечает 13-кратный чемпион республики по шашкам, мастер спорта Николай Савинов. Его отмечают как выдающегося шашиста, стоявшего у истоков развития этого вида спорта в Якутии. В чем секрет успеха юбиляра, расскажет Саргалана Неустроева. В свое время Николай Савинов изъездил всю страну шашками. Он начал увлекаться еще в университетские годы, тогда же и добился первых высот. С тех пор свою жизнь он неразрывно связал с шашечным спортом, однако по-прежнему называет это своим хобби. У меня какие-то, конечно, данные были, как говорится, ну и свободное от работы время я занимался дома, изучал теорию. Как говорится, у меня тренера как такого не было, конечно. Я сам самостоятельно изучал теорию. И здесь один из лучших теоретиков, можно сказать, был в своей республике. И не просто в республике. В 1969 году Николай Савинов вошел в десятку лучших шашистов страны. Наград за всю его спортивную карьеру и не счесть. В квартире у Савинова со временем даже образовалась своеобразная стена славы. Ну, несколько сотен медалей, но это даже тут не все медали. Вот там, значит, свидетельство о присвоении спортивного звания мастер ФМЖД, это Международная федерация шашек, и свидетельство о присвоении звания международный мастер. Вообще так сложилось, что Николай Савинов во многом был первым. Он один из первых программистов республики, работал на первом в Якутии компьютере ЭВМ. На нем же написал программу для сложнейшей на тот момент стереотоксической операции по удалению опухоли в головном мозге. И именно Савинов стоял у истоков современной пенсионной системы Якутии. Более 500 тысяч человек, данные мы заложили все в компьютер. И после этого мы вытащили удостоверение пенсионного страхования. Вот вы сейчас имеете на руках. И вот это мы в 2000 году мы здесь сами выполнили, вручили населению нашей республики.
Жена мастера Маргарита Семеновна признается, быть супругой шашиста непросто. Все-таки жизнь спортсмена проходит в разъездах, и тем не менее вместе чета уже больше 60 лет. Главный секрет крепкого брака – терпение и уважение. Что интересно, супруги когда-то могли просто пройти мимо друг друга, если бы не чувство прекрасного Николая Николаевича. Он очень опрятно одетый был мальчик, да? И духами пахло с него. И тогда вот были такие известные духи, не шифр, а другой Эллада называлась духи. И мне это очень нравился запах, такой чистый, очень приятно было с ним. В общем, в одно время учились в одной школе, но в разных классах. Не были знакомы так, издалека друг друга видели, может быть. Но судьба, что называется, свела. Общего у супругов много. Маргарита Семеновна тоже очень деятельный человек. Уже 15 лет она танцует в ансамбле и продолжает работать. Она, на минуточку, профессор и доктор ветеринарных наук. Вместе Савиновы путешествуют, продолжают любить друг друга и во всем поддерживать. Сарглана Неустроева, Стас Потапов, Якутск. Заслуженный артист республики Павел Семенов включен в актерский состав спектакля Московского театра. Первый показ спектакля «Рубеж героев» состоится на московской сцене 23 февраля. Переговоры о сотрудничестве театра велись последние 3 года, и, наконец, коллаборация стала возможной. Павел Семенов утвержден на роль якутского бойца Попова в показах этого года, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спектакль «Рубеж героев» поставлен по мотивам повести Василия Быкова «Третья ракета», основанной на реальных событиях. Когда командир умирает, он полностью командование берет на себя и сам же погибает в этом бою. И когда этот спектакль смотрела, я в глазах представляла нашего заслуженного артиста республики Байбала Семенова. Наконец-то в прошлом году, в ноябре, директор дал добро. Текст мы получили в начале декабря. Вот. И с того момента у нас началась чистка. Вот. У Байбала уже была онлайн-репетиция. Стартовал второй этап спартакиады учащихся спортивные якутяне. Первый день спартакиады открыл чемпионат и первенство республики по легкой атлетике в помещении по спорту лиц ОВЗ. Они съехались с 26 районов Якутии и образовательных учреждениях столицы. Подробнее в следующем материале. Порядка 180 спортсменов стали участниками первого дня чемпионата и первенства республики по легкой атлетике. Из них 82 – это юниоры и юниорки 2008-2010 годов рождения. С прошлого года именно вот на этих соревнованиях, на этом первенстве количество участников у нас выросло где-то процентов на 30, это очень радует. Соревнования проходят на дистанциях 60 и 200 метров у детей, дополнительно 400 и 800 метров у взрослых. Кроме того, проходят состязания по метанию ядра. Иван Кретинин готовился к соревнованиям на протяжении нескольких месяцев, тренируясь в любое свободное время. Самое важное, чтобы нормально было сердце, легкие, и для этого нужна вода. Есть силевое у меня. Я бегу, у меня отдышка идет. Я переключаю вторую отдышку и бегу прям сильно-сильно. Среди участников присутствует и Виктория Петрова, пятикратная чемпионка по метанию ядра. Она занимается легкой атлетикой на профессиональном уровне уже 4 года. Виктория не раз представляла спортивные интересы республики и России. К этому старту мы готовимся уже заранее. В конце года мы закрываем наш сезон и уже начинаем подготовку к чемпионату республики. С этого соревнования у нас потом дальше идут Кубок России, всероссийские соревнования и дальше чемпионат России. Введение данного вида спорта в спартакиаду для детей с ограничениями здоровья помогает им не только раскрыть себя как спортсмена, но также показать, что в спорте нет границ. Дети здесь находят себя, именно себя находят и социализируются, общаются. Много друзей появляется у них. И
Конечно, это спорт для них стимул вот республика, да, и дальше, чтобы участвовать на российских бегах. Итоги первенства войдут в зачет спартакиады, а из победителей чемпионата будет сформирована сборная республики для участия на чемпионате России летом этого года. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До встречи завтра.